Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сегодня блок российских тем. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об успешном испытании нового оружия – океанского беспилотника «Посейдон». Рассказывает Татьяна Громозова. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новый океанский комплекс «Посейдон» успешно прошел полигонные испытания. Это подводные беспилотники, которые могут нести ядерный заряд. Их выпускают с подводной лодки. О разработке стало известно менее года назад, во время прошлого обращения президента Владимира Путина к парламенту. В послании Федеральному собранию Верховный главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе, а отдельные и в эксплуатации. Все это абсолютная реальность. Летом 2018 года Минобороны заявила, что гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», также представленный президентом в марте прошлого года, поступил в серийное производство. В понедельник агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило о рекомендации Госкомиссии принять «Авангард» на вооружение. Владимир Путин сравнивает эту разработку с созданием первого искусственного спутника Земли. Выступая с обращением в среду, Путин сообщил о разработке еще одной новинки – гиперзвуковой ракеты «Циркон» с дальностью полета более 1000 километров. В погоне за популярностью они готовы на все. Оказаться за решеткой для них уже тоже хайп. Блогеры-экстремалы удивляют публику все новыми выходками, многие из которых далеко за гранью этики и морали. Почему так происходит и кого все-таки нужно наказывать – в материале наших коллег. Капитан, двойной ему штраф. Я даже не буду смотреть. С гордостью распахнув капитанский китель, она выписывает нарушителям исключительно двойные штрафы, да такие, что граждане смотреть не решаются. Уж больно квитанция выглядит неприлично, то есть непривычно для полицейской. Кто первый? Ты? Давай. Особо же раскаявшиеся наказывают себя по полной, не без наслаждения, подчиняясь букве закона. Вот только в настоящей полиции за курение в неположенном месте штрафы совсем другие. А на видео, взорвавшем интернет, блогеры готовы идти на все ради хайпа. У каждого есть, наверное, свои границы человеческие. И мне кажется, что регулировать уже пора. Государство долго уже идет, уже там 5-й год уже идет к тому, чтобы регулировать блогеров и их количество, и их деятельность. Деятельность Киры Майер, отличившейся любовью к стражам порядка, уже второй раз регулирует суд. После того, как скандальная инстаграм-модель укусила ДПСника и получила за это вполне реальный срок, она вновь затрагивает тему, обнажая грудь в форме капитана полиции. Такой большой резонанс СМИ не является вызовом полиции или чем-то подобным. Я никоим образом не хотела задеть и обидеть чувства сотрудников правоохранительных органов. Но они не простили. За хулиганство Кира Майер отправлена в изолятор. Однако этот случай 1 на миллион. Любителей хайпа на подвиги вдохновляет безнаказанность. Административные наказания в виде небольшого штрафа или задержания на несколько часов в полицейском участке лишь увеличивают подписку. И даже блокировка канала за непотребный контент может сделать человека популярным. Блогер был заблокирован, он потерял свою аудиторию и за счет этого получил новый хайп. Дополнительный, вот такой вот, а я несчастный, меня заблокировали, свобода слова и действий и так далее. Давайте-ка все вместе соберемся и там поддержим меня. Чисто математически проще один раз опозориться и пусть даже стать звездой федеральных каналов на один день, но потом собрать целую армию подписчиков и зарабатывать деньги на протяжении ближайших месяцев, а то и нескольких лет. Меж тем, именно армия подписчиков задает тон видеоконтенту. Красивыми котиками-собачками или девушками в купальниках никого уже не удивишь. Вот и приходится современным блогерам перекрывать Арбат среди бела дня, высовывать грудь из-под полицейской формы или лезть на 100-этажные высотки, чтобы свисать с них без страховки и опоры. Какой спрос, такое и предложение. Правда, его законом навряд ли отрегулируешь. И дикая история, потрясшая страну. Жительница Самары привезла гроб с телом бывшего мужа к зданию областного правительства в знак протеста против действий сотрудников ритуальных услуг. Мужчина скончался еще 6 февраля. Все это время вдова искала деньги на захоронение. По словам женщины, похоронная фирма, требовавшая за свои услуги 30 тысяч, помешала другой компании, готовой выкопать могилу за 8 тысяч рублей. Когда она прибыла на кладбище с гробом покойного, женщине предложили приехать на следующий день.
день. Вдова отказалась это делать и в знак протеста приехала с гробом к зданию администрации правительства. На место происшествия выехала полиция, гроб с телом направили в морг. Губернатор Самарской области вмешался в ситуацию и пообещал помочь женщине. Котика все, ну, 50 тысяч. Мне вот я одна ращу мать с ребенком. Каким образом я могу найти такие деньги? То есть вот вы сейчас собрали, уже готовы были похоронить, здесь вот эта вот вся история началась. Да, и началась эта вся история. Что нам просто не дают это сделать. На этом вольно. Берегите себя.